Добрый день. Сегодняшнюю беседу я бы хотела провести по терминологии, которая используется в сфере образования, социальной защиты населения, здравоохранения. Я хотела бы призвать наших специальных педагогов, социальных работников, медработников применять термины недискриминирующего характера. К сожалению, до сих пор у нас в стране на базе нормативно-правовых актов, официальных документов и словесного употребления есть термины, которые имеют оттенок дискриминирующего характера. Это такого рода понятия, как припадок, припадочное состояние, слабоумие, что касается лиц с ментальными нарушениями, и другие понятия, умственная отсталость. Возможно, некоторые наши специалисты, не придавая значения к смыслу этих слов, семантическому ряду, применяют эти термины. На сегодняшний день нами, сотрудниками Национального научно-практического центра развития специального инклюзивного образования, разработан словарь, он двуязычный, понятий и терминов, которые применяются не только в нашей сфере, я имею в виду в сфере специального инклюзивного образования, а также и в организациях соцзащиты, здравоохранения. Поэтому по ряду нарушений, по ряду категорий лиц с инвалидностью мы провели первоначально опрос специалистов и далее взяли во внимание основные понятия, которые имеют нейтральный характер. Казахстан на сегодняшний день в рамках выполнения канонов Конвенции ООН о правах инвалидов призывает население, госорганы, неправительственный сектор применять недискриминирующего рода характера термины, поэтому я хочу обратить ваше внимание на наш словарь и применять в будущем в своей работе.